Каждая балерина на сцену, когда выходит, она должна быть одухотворенной и волноваться, потому что без волнения ты никак не собираешься. Когда есть волнение, ты как-то собираешься мысленно, и у тебя как бы внутри все сжимается, и когда ты выходишь на сцену, это все моментом исчезает, и ты только думаешь о танце, о музыке, и как бы перевоплощать те роли, которые было задумано тобою, и донести до зрителей. Обычно перед спектаклем у меня бывают такие сны, как будто я так танцую, просто лечу, парю над сценой, но на спектакле это совсем другие ощущения. Больше, конечно, думаешь о движениях, как бы передать все те замыслы. В конце спектакля подходят и говорят слова благодарности. Я считаю, что это самое главное, то, для чего вообще артист рождается и живет на сцене. Наверное, в генах, потому что так как у меня дядя был артистом балета, вот, и как бы он заметил у меня эти таланты, наверное, и как бы по стопам дяди я пришла к балету. Он работал здесь, его звали Улбек Ишиналиев. Он здесь проработал около 20 лет, потом в хореографическом училище работал, был педагогом. Вот. И вот, видимо, увидев его на сцене, маленькой, непосредственно, я, наверное, захотела тоже стать балериной. Но это, мне кажется, мечта каждой девочки. Когда еще работал последние годы как солист балета театра оперы и балета, параллельно работал педагогом классического танца в хореографическом училище. И мне как-то в коридоре повстречалась маленькая девчушка, очень обаятельная, и видно было по ней, по фигуре, по характеру, по выражению глаз. Вот именно эта девочка получила вот все те знания, которые давали великолепные педагоги нашего училища. Она заканчивала у Рейн Нурмамедовны Чокоевой. Это на тот момент был самый лучший педагог, да и практик. Она была очень требовательная, до мелочей, аж до пальчиков, вот как раскрывать. Ну, я считаю, что большой вклад она, конечно, внесла для становления вот личности, для балерины. Придя как балерина, простая артистка балета, в театр оперы и балета, уже постаралась войти в весь репертуар, не только в репертуар театра в кордо-балете, но и в короткий срок сумела как-то очень хорошо и выразительно показать, станцевать вторые партии в таких серьезных балетах, как «Корсар», «Дон Кихот» и так далее. И получилось так, что она действительно осталась одна, как ведущая. Потому что до этого были у нас тоже заслуженные артисты и лауреаты международных конкурсов. Они ушли.
ну, по своим семейным обстоятельствам. Ну, кто куда, в общем-то. Вот. И пришлось ей, конечно, тяжеловато, честно говоря. Когда я сюда пришла, как-то не было такого. Многие балерины, допустим, мечтают танцевать «Лебединое озеро». Долгие годы готовятся к этой партии. У меня как-то сложилось очень быстро все. Я пришла, мне как бы не прошло даже года. Сразу дали партии. Еще юная, ничего не понимаю, просто делаю движение. А все-таки опыт приходит с годами. Вот, движение, каждый взгляд, оно приходит с каждым спектаклем. Каждый спектакль друг на друга не похож, он всегда меняется, какие-то, может быть, и в техническом плане лучше становится, и, конечно же, в актерском плане как бы все приходит с опытом. Станцевала «Сказки Венского леса». Это постановка Уранова Тынчевича. Тоже было очень интересно. Музыка Штрауса только зазвучит, уже дух захватывает. Это действительно гениальные, я считаю, спектакли. Гастроли, вот первый, когда я устроилась, первый год сразу получилось так, что мы поехали в Анталию. Там была такая сцена красивая, в античном стиле, и мы показывали спектакль «Щелкунчик». Было очень интересно. Тоже, мне кажется, зрители даже удивились, что как бы что у нас здесь есть еще балет существует. Вот. Потом были Дни культуры в Москве, тоже мы выступали, было очень интересно. К нам приезжала из Франции Лоранс Левасёв. Вот она ставила нам современный балет на музыку Стравинского «Петрушку», «Весна священная». И, конечно, первый месяц вообще очень было сложно. Это как бы перелом тела, все иное, все совершенно по-другому. Это перестройка даже мыслей. Вот. Но было очень интересно с ней работать. Очень творческий человек, и с ней одно удовольствие было. Каждый день, каждый раз по-другому, и все интереснее и интереснее было с ней работать.
Мне кажется, она тоже как бы приходила к нам, видела наши горящие глаза и тоже заряжалась этим. Перечитываешь эту повесть и больше вникаешь, и как бы, конечно, она ближе к тебе, потому что все-таки о народе, о своей, как бы, свой колорит есть, и как бы она, может быть, и легче передается, но в любом случае все герои трагические, и сейчас, на данный момент, это очень сложно, как бы актерски собраться. Кумиры. Их очень много. Ну, как бы, первый кумир, конечно, это наши балерины, Бессарабич Налиева, Нурманбет-Начукова. Это действительно люди личности, люди творческие. Я ими просто восхищаюсь и как бы их почитаю, их творчество. Действительно, люди с сильным нутром. Нет, я не считаю, что здесь как бы мало реальности осуществления именно творчества. Нет, здесь можно тоже творчески, наоборот, здесь можно открыться, потому что все возможности есть. Можно все перепробовать, если у тебя есть труд, если у тебя есть желание, ты можешь
настолько себя хорошо показать, что и здесь как бы у тебя, возможно, и творческий рост, карьера. На стажировку очень хочется все-таки опыт, стажировку увидеть действительно своими глазами людей, кумиров. В Мариинском театре, я считаю, что это было бы здорово. Я просто как профессионал, как взрослый человек, который я перетанцевала весь репертуар этого театра, еще уже многие не идут в балеты, но я просто оценила ее, действительно, молодец. Она подающая надежды, очень большие. Судьба артиста балета много зависит от неожиданности. Буквально не так ступил или по лестнице, и небольшая травма, и может судьба повернуться в иную сторону. Поэтому я ей пожелаю удачи, беречь себя и успехов, конечно. И я надеюсь, я уверен, что эта девочка, прекрасная наша балерина Асиля Айдарова, в будущем украсит нашу сцену, и не только нашу, но, я думаю, будет достойным представителем киргизского балетного искусства на мировых сценах. Я очень благодарна родителям, то, что они никогда мне не говорили, чтобы я поменяла свою профессию, никогда ни в чем, как бы, всегда меня поддерживали. Сейчас, на данный момент, просто хочется танцевать, танцевать, еще раз танцевать.